Короче говоря, начинаем стримить на поле, короче. Так что на природе. Так что вдыхайте свежего воздуха и будем стримить. Так, дальше. Сейчас я тут этот Шагавз Хазар Бисмилля. Стримить начнем. Так, сейчас загрузил тикток или нет? Ну, дуслар, короче, мин экранно нихера курмим. Будем стримить. Так, один уже слева есть, справа пока никого нету. Так, итак. Тут что-то не загрузилось почему-то. Сейчас тикток загружаю, там видос грузил. Так, ладно. Там огромный, наверное. Короче, так, мин на улице, на природе, днем, надеюсь, больше на всякие охваты там. Просто люди просили, чтобы я вышел, чтобы Башкортостан, Татарстан постоянно подымал, чтобы люди просыпались, чтобы понимали, что нужно олга, тухтамаска, короче говоря, да? Царапается велосипед у меня, конечно, жалко. На всякий. Выставлю. Тошка треп куйганым. Так, меня курнами yok mu на экране? Я что-то не вижу, короче, экран. Честно, короче, Руслан, ни хера не вижу. Как его закрыть, прикрыть. Короче, кто-то что-то пишет или нет. Но если я сейчас добавлю на всякий, будет херово, короче, знаете. Такие, яркость, если я добавлю, то батарея сигарет кота, короче. Я наоборот уменьшил. Ну, мне надо курить было бы, ладно, чуть-чуть добавлю уж. Увидеть, хоть чуть-чуть, надо же увидеть. Так, все, смс ничего нету, так нету, не вижу пока ни хрена ничего. Ну, на всякий. Попробуем, может, прикрыть его, нет. Жиль. Так, как-то, как прикрыть? Может, великом прикрыть? Нет, великом как я прикрою. Так, скелет велик не прикроет. Ладно, минимум дайнда. Ну, нинди тема ларинда. Интересная тема. Тема, как будем Путина казнить. У Путина, оказывается, еще уже 2 детей появились. Откуда-то говорят. Поэтому, как говорится, он, говорят, скрывает сильно. Потому что, блядь, хуй поймешь, кто там родился. Урыс, татар, урыс, непонятно, короче, да? Вот. Вообще это, конечно, я не верю в эту тему, конечно. Долго, ну, bu temani bitenda allaqachondan beri so'linglar bitenda Кабаева bilan onda sigishgan туда-сюда. Kim bilsin endi, короче. Мы же свечку не держали, поэтому как бы не можем что-то там гарантировать или там. Если русский кто-то там копался, треплется, ну, может правда, может неправда. Я не могу это говорить. Там, о, да, нашли там. Ну, если даже нашли, ну и хер с ними. Главное, оны этасын бит үтіріге керек. Балалары нәрсе. Бізге нахуй керек аларын балалары. Так. Шулай. Сейчас. Так. Ну, тиктокка, да, я попробую выйти. Я хотел сегодня, конечно, в Инстаграм выйти. В Инстаграме, блин, прикольно, не прикольно трансляцию вести. Просто интересно мне в Инстаграме трансляцию сделать. Короче, так, слева 20 человек, справа 2 человека только. Салям, Кардаш, о, вижу. Башкортостан, что ли? Йок, был Башкортостан, только для был Франция. Рахатайма, на поле, вообще классно, короче. Так, чуть-чуть могу с другого, блин, этот тронешь, падает тот. По сути, что-то херово я поставил. Так.
tosh ustunda turadi, bu zo'r toshlar ustunda turadi. Так, tosh ustunda degach, ostidan narsani qistirib qo'yishga kerak. Bir narsa yo'q, qistirgan. Колючки какие-то только. Ну, yarar, men bunda endi. Bilmayman, meni eshitilyapmi ekan, yo'qmi ekan, men eshitilyapmi ekan, men yiroqdangina aytaman ekan buni so'zlayman. Так, справа 3 kishi, слева 21 kishi. Rahmat. Hozir я на третий этот стояк этот воткну этот. Эйлюр, как буду держать? ТикТок сейчас или что-нибудь, Инстаграм. Ну-ка, Инстаграмда ничего екен, прямой связьга. Кимдир шығырмы екен Инстаграмдан? Прямой эфир в Инстаграме. Сейчас попробуем, как он выглядит. Так. Интересно. Так, бисмилля. Ну, в Инстаграме не знаю, есть кто-нибудь вообще, нет? Прямой эфир Инстаграм, короче. Мы сообщим вашим подписчикам, что вы вышли в прямой эфир. Окей, давайте. Так, кто там есть? Башкортостаннан, Татарстаннан. В моем Инстаграме. Всем салям. Никогда не выходил в Инстаграме в эфир. Шулай. Ну, так, вопросы не вижу. Салом Ташкентан, Уфа. Окей, салям. Так. О, здесь лошади. Вот две лошадки. Короче, отлар юримында қырда. Этот рахат ауылда. Как сказать? По-домашнему как-то. Нормально. Ладно, пока я этот телефон буду в руках держать. А, вот так присяду, вижу, оказывается, все вижу. Так, я вижу, что пишется. Так, Казахстан на связи, Рахмат. Справа это Казахстан, слева Узбекистан. Ну, имеется в виду. Кабаева помогла. Ну да, помогла инде, блядь. Помогла, блядь. Урысларны көп айталар, блядьлар. Шулай. Yok, bu, короче, Инстаграмда это yok, короче, я вырубаю, нахрен. Инстаграм говно этого. Надоел прикомда. Так, завершить. Нахрен. Так. Да ну нафиг. Вот чуть-чуть снял эту фигню, даже сохранить невозможно в Инстаграме. Что за дерьмо, блядь. А ну нафиг, конечно. Так, короче, выходим в этот ТикТоке, лучше выходим. Так, ТикТок. Так. Буду рад, если вопросы будете задавать, будем примерно на них отвечать, потому что я как говорил, не о чем говорить. Ну, о Навальных там просили говорить еще, навальнисты. Ну, про навальнистов и все говорили до этого, и вон, и Руслан Айсин говорит, все говорят. Но, блясызма, в чем прикол? Навальнисты своим вот этим дебильным, плачевным, так скажем, образом, так скажем, типа этот же, типа пострадавшие. Так, в ТикТоке тоже начну. Как пострадавшие же, получается, навальнисты это чертовые. В итоге, короче, ТикТока вот покажу. Короче, вот, ТикТок, этот, я начинаю этот эфир. Тут я, два телефона уже идут. ТикТок салям. Там подписчики с Казахстана. Короче говоря, с 3 телефонов я начал дискуссию. Блин.
TikTok'ni mınanda qoratib qo'yirga, что ли? Boshqa yoqqa qoratib qo'yim TikTok'ni. Turmayapti onda. Короче, вот здесь будет, на дорогу будет смотреть TikTok. На 3 позициях, так скажем. Ну, нифига я не вижу. А, издалека я что-то вижу, да. Так, O'zbekistondan salom, Nodirapa omad. Okey, salam. Qachon bu haromi quloqlar oladi? Haromi oq quloqlar oladi. Так, не понял вопросni. Так, nimani oladi? Oq quloqlarni boshini olirga kerak. Так, главное, чтобы сзади никого не было. Так, кто ты чудовище? Это у тебя Путин чудовище, Дарья. Катакся. Так, не бзди нахуй. Так. Итак, насчет навальнистов. Навальнисты это те же имперцы, которые просто ебут, как говорится, нам всем мозги. Вот и все. Они подлизали с вот этим, блядь, погибелью, так скажем, блядь, этого мужа этого, блядь, Навального, ё-моё. После этого вот все это происходит. Как бы рахым килтереге улилар инде Западка. Рахым, блин, они хотят типа завладеть властью и в то же время также управлять Татарстаном, Башкортостаном и так далее, и Чечней. А никто не хочет отпускать. Никто. Это же говорил и Ходорковский об этом, пиздит, блядь, еврей ебаный. И этот Яшин, блядь, Яшин, Карамурза. Это все эти, блядь, ублюдки одной нахуй масти. Поэтому, как говорится, с ними нахуй срать никто пусть не садится, блядь. Поэтому когда-то я помню, кого-то я встречал. Я как-то что-то наткнулся на одного чувака. Он был башкир, вроде бы. И он топил, короче, за навальниста почему-то. И сейчас он, короче, по съебкам дал, короче, в Америке он сейчас. Как я понял. А нахуя он топил за навальниста, вот это я не могу понять. Поэтому, как говорится, башкорт, блин, татарный ишинда, не обессудьте, да хуя и больше манкуртов, которые, блин, топят и за навальнистов, и за ЛДПР, блядь, и за Жирика, блядь, топили. За всех, за всех. Единая Россия, блядь. Поэтому, как говорится, им мозги вправлять нам очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому я не знаю даже, что можно сказать. Вот так вот. Короче, мен стою, короче, на поле, азгена поснимаю в ТикТоке. Mana shunday yerda turaman endi. Короче. Сегодня решил не дома, короче, снимать. Решил на природе, блин, воздух, туда-сюда. Вон катаются люди на великах. Вот так вот. Шундыхаль. С детьми. Люди занимаются спортом, а наши идут на войну. Как говорится, занимаются хуйней. Наш ундыхаль. Мында кишилер рахатланып яшап яталар, блин, и никому ничего не интересно то, что там творится в России. Они хотят просто жить спокойно, потому что им войны не нужны. Акчалары көп, бүтүн айбери бар, атлары бар, велосипеды бар, машинасы бар, үйі бар, тағы нәрсе керек аларга. Аларга сугыш керекми? Им не нужна какая-то там, ё-моё, блин, Украина или там Россия, или там еще что-то там. Им это не нужно. Они уже это, как говорится, переросли. У них были колонии, допустим, Африки. Ну, вроде бы они уже отошли от этого, да, ведь. А Путин все нас загоняет, короче, в тупик, в этот, из цивилизации в задницу, короче, нас загоняет. Поэтому я считаю, что без, полный, отстойник-то, я ошибаюсь, полный отстойник-то. Вот только осталось, чтобы вместо наших домов образовались пещеры. Ну, уже в Украине, само собой, есть катакомбы. Это уже, считай, подземельные пещеры. Из-за того, что Путин все разровнял там. Поэтому, что я могу сказать? Нужно всем, Башкортостану, Татарстанга, рано или поздно осознать это. Но побыстрее бы, если бы осознали бы, чтобы мы пока живы, вот которые
вот подобие меня, там люди, да, и которые пытаются против Москвы пойти, чтобы нас стало больше. А для этого нужно нам как-то, каким-то образом проснуться, уже реально проснуться. И Руслан Айсин об этом говорит, и если надо будет, и Руслан Габбасов, Рафис Кашапов, и я, все говорят об этом. Блин, интересно то, что, блин, все на Р имена, да, ведь? Интересно, да, ведь? Интересно, конечно. Такое совпадение, да? Все, получается, Русланы эти, күрәшчеләр шундай, бөтенесе батырлар шундай. Но мы одни, и мы ничего не можем делать. Нас мало. Для этого, как говорится, нужно вставать Башкортостан или Татарстанга и осознавать это. Я же на днях только вел уже стрим, да, я говорил об этом, повторяюсь постоянно, что которые вот этот насчет Легион России кто-то мне писал, Легион России или как это, блядь, Свобода Легион. Ну, короче, русские из Сибири, русские из Питера, который вот это волосатик длинный, да, они понятно, за что они топят, понятно. Там они, какая-то часть топит за Ингрию, короче, чтобы Петербург отделить от Москвы. Вот что-то в этом роде, да? С ними ясно. Но они за вот этот, чтобы все вместе, если их соединить, они не топят, чтобы мы разделились. Они хотят так же, как сосали нас, они также хотят сосать, и чтобы обеспечивать Москву. Поэтому бізге Москваны өзін генә қалдырыр үшін, чтобы избавиться от этой ебучей Москвы, нам нужно разъебать эту Москву. Вот и все, чтобы никто нахуй, даже шнырей, которые шныри сейчас есть, в Башкортостане, Татарстане, этих шнырей всех надо нахуй тоже загнать в Москву. Пусть там нахуй сидят, пусть туда переедут нахуй. Вот и все. А кто хочет независимости Башкортостана, Татарстана, будет внутри жить. А кто не хочет, пусть уебывают нахуй. Как Алсынов говорил, пусть упиздывают нахуй свою Рязань и свою вот эту тематику. И, кстати, что-то там говорят, то, что прилетело там Воронеж, что-то такое, хуй догонишь, да? И Воронеж, да, короче, что там прилетело, непонятно, но украинцам, пусть Аллах ярдам берсин, быстрее дойдут до Москвы и разъебут этого Путина. Другого варианта нету. Потому что башкирт и татарны мы пока разбудим, украинцы быстрее дойдут, как говорится, и Путина возьмут. Вот так вот. Что там пишут, блядь? Нихуя не видно, блядь. Ты чё балаболишь? Так, тут... Ай, блядь, справа, слева, блин. Так, тут в ТикТоке тишина, короче. ТикТок, Минманда, короче. Если этот... Люди есть, Русланы. Лишь бы рядом Людмилы не было. Точно, блядь. Но она барбитинда уже, блядь, нахуй. Ну ладно, блядь. Людмила Лара, блядь. Атаки, блядь. Это... Так, так. Спойлер. Хочешь для разъебщиков Москвы? Так, Тань, ты что за всех говоришь? Диляра Кочергина. Говорун. Диляра Кочергина. Ну вот, мана, исма Диляра, а фамилия Кочергина. Блядь, хуй поймешь, кто ее ебет, блядь. Кто ее ебал, тоже непонятно. Поэтому, как говорится, уже манкурт. Уже, как говорится, она топит за русню. Понимаешь, Диляра, и что сам меня? Патакса. Син татарма, башкортма, блядь. Блядина. Вот таких, блядь, метисов, блядь, я, блядь, перестал уважать. Потому что гондоны, вот такие гондоны, миксованные, нахуй, русня с половиной татары, блядь, это пидорасы, которые, нахуй, блядь, за русню топят. И кялленге кутагмлар, я вам говорю, блядь, которые топят за русню. Вам я что хочу доказать, блядь, что, блядь, вы, пидорасы, блядь, сейчас за фашизм, нахуй, топите, понимаете? Поэтому, чтобы вот этого пидорасического вашего, нахуй, мышления не было, вас тоже надо будет кастрировать всех, нахуй.
қыз боласың ма, егет кіші боласың ма, похую. Если вы топите нахуй за твою нацию, пидорастическую нахуй, русскую, блядь, топишь, значит ты пидораска. Вот этот тамға тебе нахуй. Маңғайыңа язып қой, блядь. И балаларыңа пидорас была. Потому что нахуй нормальный человек, если даже он наполовину русский и наполовину татарин, он выберет ту сторону, которая будет топить за справедливость, а не за путлера ебучего. Понимаете? Хорошо, меня хоть рядом никто не понимает, старик со старухой прошли рядом, гуляют, а я тут ору, блядь, сука. Французы мимо проходят. Наверное, думают, блядь, что за хрень, блядь. Сейчас пошли, блядь, лишь бы ментов не вызвали. Вот так вот. Так что, вот такие дела, блядь. Что за жайлау? Жайлауларга бардым. Игенларны алдым. Это жайлау, это поле, короче, сейчас я покажу. Ну, мында поле енді мен ауылда ерем. Мына онда бабайлар өтіп кеттілер. Меня парадылар, енді мен парамадым, не дал внимания. Потом еще менту вызовут нахуй. Скажут, блядь, что за хуйня, блядь. Стою енді на поле, что, вот на поле такой вот сурдурылган жерлер. Все красота. Вот веду этот, так скажем, базар-вокзал в этом. Так, ты с Узбекистана? Я родом с Андижана. Кто не знал. Так, новичкам всем салам. Так, Аллабугадан салям. О, Аллабуга, салям. Аллабуга. Аллабугадага, блядь, дронщикам, вам советую. Короче, или вы этот дронный завод, блядь, взорвете, татарлар, давайте делать, блядь, диверсии, нахуй, разъебите этот, нахуй, дронный завод, чтоб там наши студенты, татары, или там башкиры, кто вас, нахуй, кого там вы подзываете, блядь, чтобы они ничего не строили там, нахуй, эти дроны. Украинцам хоть какая-то помощь будет. Разъебите, нахуй, сделайте поджог, сделайте что-нибудь такое, что, блядь, нахуй, Кутак башлар, блядь, татарлар, который там рулит, гандон какой-то, хозяин, татарин, блядь, чтоб он, блядь, охуел, блядь. Как этот Путин, блядь, равняет землю, так же сравняйте, нахуй, этот завод Алабугинский, блядь. Тоже мне, блядь, елабугайна, батай, блядь. Так, что тут так, если столько... Блядь, кутарный курынный, блядь, хуёшь, блядь. Так, что там, если столько агрессии, походу тебя... Чё? Ну-ка. Блядь. Походу... Сука, блядь, что, YouTube-то покрупнее не могут писать, нахуй? Дальний олмейдайн, блядь. Ты реально не втыкаешь, что тебя легко выкупить. Кого выкупить? Меня выкупить? Если, блядь, мин продавался бы, блядь, я бы точно в Европе не съебался бы. Так. Как по мне, все республики, которые сейчас находятся под Россией, нам должно выйти из состава России, стать свободными, чтобы русские не занимались геноцидом других народностей. Вот, килишам, Олга. Вот так и будет. Слава Украине, само собой. Анжелка. Так, лайк, подписка, Рахмат. Украина, салям. Олга, Украина. Кстати, чтобы украинцы тоже понимали, и русня ебучая тоже понимала, моя тетя украинка. Моя ближняя тетя украинка. И как вы, блядь, пидорасы русские, как вы, пидорасы, точнее, русские, блядь, как я пошел бы, блядь, против своей родственников, против, блядь, родственников, как я пошел бы? Объясните мне, блядь. А таких до хрена, как я, блядь. До хрена. И вы хотите, как говорится, нам, да, ведь, вот не манкуртам, астафируллах, не манкуртам, загнать такую тему, типа, блядь, убивать, допустим, я башкира буду убивать, там, или украинца, или там татара. Нет, такой хуйни, блядь, у нормального, блядь, адекватного человека не должно быть. Имейте в виду. А те, которые сейчас вот этой хуйней страдают, идут, это, во-первых, шныри, лохи тупорылые, и в том числе в нашей нации, само собой, о нашей нации идет речь. И в том числе эти быдлы, которые, блядь, нахуй думают, что Россия, блядь, нахуй, это они. Но Россия не они.
Россия это внутри Москвы, это Россия. Дальше это не Россия. Это вы просто возомнили себе, что это Россия нахуй. Потому что Башкортостан это Башкортостан, Татарстан это Татарстан, Чечня это Чечня. Понимаете? А вы, получается, своим каким-то таким шизанутым мнением думаете, что, блядь, мы, которые, блядь, нахуй, не русские, должны стать русскими, блядь. Ну, такого не может быть, блядь. Такого никак не может быть, блядь. И не нужно, нахуй, бздеть то, что, блядь, нахуй, в России живут россияне. Блядь, в России живут дохуя нации. Дохуя. И поэтому, как говорится, как в Америке живут американцы, такую демагогию, нахуй, на нас не надо, нахуй, как говорится, продвигать. Такая тема не прокатывает. У адекватного башкира с татаром такая тема не должна продвигаться вообще. Ну, наши ебанутые, конечно, есть. С ними, как говорится, нам бороться еще дохуя и больше. Или мочить. Как говорится, я даже согласен их мочить, нахуй. Жалости не должно быть таким пидорасом. Заебали, потому что. Примерно так. Так. Дуслар, короче, нәрсеке, ашуланмағыз нәрсеке. Куренный, нихуя. Блять, оказывается, когда ты не в тени, нихуя не видно. Но тень пока не придет. А в тени стоять не могу, потому что машкара меня сожрет, блядь. Тут машкара летает стаями, нахуй. Я же все-таки ауылда. Вот. Пытаюсь. Вижу, что-то не вижу, блядь. Буду, короче, до последнего постоять. Батарейка пока не сдохнет, да? Так, не могу все подряд читать. Вы как бы не ну, не вижу все подряд. Мен онда эшләмим, брат, деген алмаз. Понятно. Эшләмәгәч хотя бы яндырырга кирәк аны, понимаешь? Оны яндырырга кирәк. Оны эшләргә кирәкми. Алла Богына надо сжечь полностью, блин. Чтобы эти чертовые не делали. Понимаете? Чтобы эти чертовые дроны не делали, блин. Так. С пяток до... Чё? С пяток до затылка татарин, и я никогда не был русским и не буду. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Безда шулаюк. Такого же мнения. Ну, конечно, я метис, но имеется в виду у меня 3 крови, и я за всех могу отвечать. Что, блядь, я не такой, блядь. Как говорится, татарларда сөз бар бит, күтләк түгел инде мин, Аллаға шүкір, күтләк түгел. Я не шлюха. Так. Если столько агрессии, походу тебя хорошо рачком ставили. Рачком вас ставят, Дилярочка, Диляра мы исемем, блядь. Кочергина, блядь, Диляра Кочергина. Рачком вас ставит Путин, блядь, долбоебы. Курский, блядь, весь рачком стоит, Питинда уже, блядь, стоит, блядь. Курские же сами признали, нас, блядь, выгнали, говорит, нахуй. Точнее, кинули, точнее, блядь. Нас кинули, блядь. Кинули, это значит, получается, хуй положили. То же самое, блядь, нахуй. Хоть сзади, хоть спереди, понимаете? Так что, блядь, спасибо пусть скажут, что украинцы их еще не замочили всех, блядь. Так что демократия работает в Украине. Не то, что у вас, блядь. Дерьмография, блядь. А что за лайки не ставим? Всего 7 штук. Давай дружно поддержку канала. Да, Шулайндул. Шулай, вот у меня есть новый канал, я его пытаюсь разработать, потому что 2 вот эти канала у меня уже все, Кончита Вурст, короче, получилось. 3-й канал, вот, Башкортостан, Уфа. Если вам не жалко, подписаться можете, чтобы я на эфир мог выйти. Там 50 подписчиков надо на эфир, чтобы я вышел. А там всего лишь 10. Вот так вот. Там Салават Юлаев, фотка стоит. В этом ютубе, короче. Ты реально не втыкаешь, что тебя легко выкупить. Ты нихуя не понял, короче. Так. Я, может, повторяешь? Так, слава Украине. А что сам-то во Франции, как говоришь, а не со своими братьями-украинцами? Оставишь из себя на отделенке, а? Виталька,
Пойми, я не с Украины, я с Башкортостана, понимаете? Пока в Башкортостане народ не встанет за Башкортостан, я пока никуда не тронусь, понимаете? Наша задача зайти в Башкортостан, а не в Украину. Вот так вот. Поэтому, как говорится, нужно понимать это. Нам надо же, как говорится, освобождать Башкортостан с Татарстаном и Москву разъебывать. Понимаете? У каждого своя земля, и пусть каждый отвечает за свою землю. Шуайрах. Рахмат, брат на тебя подписался, Рахмат. Да. Когда раньше еще слышал слово москаляты, короче, да, я в Москве жил сам. Этих всех засранцев я, блядь, в корень знаю, что за гандоны там живут, блядь. Я почему там жил, чтобы, блядь, сейчас опять начнут, блядь, эти ебланоиды писать меня тут. Чё ты там жил? Почему ты на русском говоришь, блядь, нахуй? Начинается у них, блядь. Почему жил? Потому что тут один ответ. Потому что вы Башкортостан мой грабите. Грабите мой Башкортостан. Получается, это такая мораль. Нахуя мы будем нахуй жить в Башкортостане, если мы можем в Москве жить? И, как говорится, жить вместе с вами, с пидорасами. Понимаете? Как говорится, все как этот... отдача, да, так скажем. Вы грабите, мы как бы тоже. Ну, не грабим, конечно, мы. Мы бы, конечно, грабить хорошо было бы, но мы не грабили, конечно. Аллах шукр. Мы как бы занимались нормальной темой. Грабежом не занимались. Потому что харамные деньги нам не нужны. Нам нужно, как говорится, нормальные деньги, чтобы, блядь, детей воспитывать, а не вашим дерьмом, блядь, которых вы носите нахуй из Башкортостана. Так, сейчас не вижу. Дуслар, кажется, без обид не вижу. Привет. Рахмат, Давлят, так, Рахмат. Так, где-то вижу, где-то нет, без обид, короче. Здрасте, вы стрим из Франции ведете, да? А почем трава? Трава, короче, нынче сегодня нахуй дорого, нахуй. Потому что Путин, пидорас, поднял пошлины. Так, Россия это прошлое, как СССР. Да, вот еще момент такой. Башкортостан bilan Татарстанның халқына нужно бір-біріне запомнить раз и навсегда. Рәсәйдәнмін деген сүзні ұмытырға керек. Мен Рәсәйдән түгел. Мен Башкортостаннан, мен Татарстаннан. Мен постоянно это, блядь, вдалбливал этим ебучим москвичам, что мен Башкортостандан. Менты, когда меня ловили, говорили, а это Кыргызстан, да? Ну-ка давай паспорт. Потом, блядь, ему втыкаешь нахуй паспорт, а там у меня на башкирском еще написано, лист, блядь, у меня есть. У всех, не у всех такой есть. У меня написано еще Башкортостанда, башкорт тілінде yazılған менде. Они охуевают. Блядь, что за паспорт у тебя? Пойдем-ка в отделение. И потащили меня в отделение. Блядь, мозги ебать. Пробивает нахуй, паспорт нормальный. И охуевает. Почему у тебя такой лист есть? Вкладыш у меня есть. Да потому что мен Башкортостаннан, блядь. Вот и все. Я мен Урыстаннан түгіл, блин. Так. Вот такая вот тема, короче. Точно лицо покажи, если герой. Время придет, покажу. Не ссы, как говорится. Как этот. Все мы, как говорится, люди с лицом. А Путин только без лица. Так, ты можешь родиться где угодно, разговаривать на 1000 языках, иметь только столько же гражданств, самое главное с человеком оставаться. Само собой. Но не путлером. Так.
Там тоже машкара есть. Ой, Сулейма, машкара тағылып жатамын, вообще ужас. Огромные притом, как муравьи. Даже не машкара, это муравьи летучие какие-то. Муравьи летают. Так, лицо, семья, ставим лайки. Так, привет. Киев, русский народ. Блядь. Киев, говорит, русский народ. И я просто хуею, блядь. Просто я. А Курск украинский. Начав войну, Раша уже проиграла. Путин надеялся, что он не будет сопротивления. Да, обломал его украинский народ. Вот именно. Блядь, если бы я с детства не понимал, что такое украинка, я с тетей вместе жили, да, все вместе жили. Кстати, в Узбекистане, если кто не знает, люди живут в одном дворе, все братья, сестры в одном дворе обычно живут. В начале и там, ну, долгое время. Поэтому, как говорится, я, наверное, больше, знаю, что такое украинка и что такое русские. Поэтому не надо нахуй сравнивать тут. И, как говорится, приписывать, блядь, что там это там русские, там это. Ну, окей, договорились. Если по-вашему, блядь, они русские, какого хуя тогда вы напали, блядь, на русских? Вы ебланоиды. Русские русским нахуя напали? Что-то не звучит, да ведь? Что-то не звучит, да ведь? Логика вообще зашкаливает, да, тупорылые русские, блядь. Это то же самое, нахуй, в Башкортостан напасть и сказать, в Башкортостане не башкиры, а татары. То же самое. Или то же самое в Казахстане. Сказать, там не казахи, там русские. Вот поражаюсь на таким, блядь. Тогда пиздуйте, нападите нахуй на Израиль, блядь. Разъебите Израиль и скажите, там же русские, блядь, нахуй. Там нет евреев, блядь. Примерно то же самое. Поэтому что-то ваша логика не работает. Задача зайти в Татарстан, сказал храбрец и уехал во Францию. Само собой. Non, au début, elle m'a dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Et après, elle a vu la photo du bateau. Узбекистана из привет. Привет, Узбекистан. Окей. Салям. Да, народ Украины всем покажет, что к чему, да, Алга. Пошлины на траву во Франции. Блядь, заебал. Так, Түркилер бірләшерләр, казахлар безне булып юбарышы мөмкин. Жигит Бавай. Салам Башкортостаннан. Салям. Марсель, салям. А ты где? На поле я, на поле. На поле я. Так. Башкортостан, как поживаешь? Аллаха шукр. Салям. Я же говорю, что тебя нагнули, поэтому ты злой. Короче, пишут всякую ересь, нахуй, бля, я поражаюсь, нахуй. Писать вам нехуй, блядь. Вы долбоебы русские, блядь, вы уже проиграли, вы поймите это. Осознайте это, нахуй, примите, нахуй, как оставшиеся мужики, блядь, и женщины. Вы уже просрали все, блядь, все просрали. Просто, блядь, последняя уже надежда принять, что вы просрали это, блядь, и смело это сделайте, блядь, а не чмошниками. Не будьте чмошниками, блядь. Вы уже все, блядь. Если вы нахуй Курск отдали, нахуй, блядь, вы скоро нахуй и Воронеж отдадите, понимаете? Пока хабара нету, вот хабар придет, мы узнаем, что они уже будут нахуй где-то в Подольске и будут брать нахуй Бутово возьмут и возьмут, иншаллах, как говорится, Кремль. Так что чуть-чуть осталось еще месяцок, грубо, да? Вот так вот. Люди ездят с детьми там, кайфуют, катаются. Мимо пролетают, они, наверное, смотрят, наверное, что он тут делает, блядь? Стоит нахуй, да? Хуйней страдает. Да, стрим ведется из Франции.
Есть, of course. Так, здравствуйте, вы стрим? Да, я. The good. Так, мы на русском говорим, потому что кутакбашлар татарша башкирша не знают. Во, правильно. Бу кутакбашлар, если бы... Кстати, я пример приведу, я об этом уже где-то говорил. Вот здесь даже, в Европе люди возникали, что русские, приехав сюда даже в Европу, не учат язык. Ну, конечно, можно приписать даже меня так, но я пока принципиально не учу, блядь. А так, русские, короче говоря, приехав в Европу, тоже игнорят, блядь, не учат язык, блядь. Реально это реально, блядь. Уже дохуя людей такую предъяву, вот, я слышал это, сказали. Потому что они как бы приезжают сюда, вроде бы навсегда приезжают, но не учат. Потому что у них принципиально, они же русские, они же высокомерные. И как бы общество должно говорить на русском. Их не ебет местный язык, блядь. Особенно такая хуйня идет в Латвии, блядь. Вот в этих территориях. Но их, блядь, латыши так чмырят, блядь. Не дают, блядь, потом документы, пока ты не сдашь, блядь, латышский язык. Не говорят там, блядь, и в других странах то же самое. Такая же хуйня, блядь. Не бздишь нахуй на местном, блядь. Они, блядь, ну, как бы высокомерно ходят, типа, нахуй им язык чужой. Они же русский знают. Все, им нахуй, блядь, другой язык. Такая же хуйня и в Норвегии была, блядь. В Норвегии то же самое, блядь. В Германии тоже, блядь, дохуя вас, блядь. Полупокеров, блядь. Так что язык у них, блядь, пиздецовский, блядь. Даже мы же говорим, потому что они не учат, блядь, наши языки. Они не любят учить чужие языки. Они думают, нахуй, невъебенный у них язык. Но зато мы все ваши языки знаем, блядь, суки. С нами вы в секретку, нахуй, не поиграете. А мы можем. Мы можем, гандоны, блядь, и с казахами разговаривать, и с узбеками, и с татарами, да хоть с кем мы можем разговаривать, а вы, пидорасы, не будете нас понимать, потому что вы, чмошники, только один язык знаете. Живя в Башкортостане, вы знаете только один язык, в Татарстане то же самое. Только вот в детстве я понимал, что в Узбекистане хоть как они знали узбекский. Маломазерно они знали узбекский, потому что кутуюк öğrenirler beraber нахуй. Узбекистанда сыгып öğretirler узбек талын, если они не знают. Ну, по крайней мере, раньше так было. Я не знал в Узбекистане русского, который не знает узбекский. Так что вот так. А сейчас не знаю как. Так. Там, угу. Да, не вижу, короче. Да, ТикТок. Мурат, салям. Так. Так, ТикТок-то только что. И Кикишигина утро ТикТок-то вообще кино, короче. Не может быть. Интересно. Так, и в этом, в Ютубе только 4 тут. А здесь в другом 84. Ну, наверное... Ой, ёп, красота, короче, велик падает. Этот... Угу. Да, зачем вражеский язык учить, пишут тут люди. Блять, вот здесь везде, блядь, везде ты когда идешь, блядь, везде, блядь, на русском говорят. На родине они сидят, оказывается. Где вы на родине сидите, блядь? Весь Казахстан вы заполонили. На родине они сидят, блядь. Вся Грузия, блядь, кишит вами, блядь. На родине они сидят, блядь. Это, блядь, у вас дислокация такая, чтобы не сдохнуть. Потом, чтобы в любой момент вернуться могли, гондоны. Когда в их замысле, как бы, сохранить свой, русский мир, сохранить. Поэтому они уехали.
А за них пусть, блядь, умирают татары, башкиры, чеченцы, там, кому там, долбоебы наши. Наши долбоебы пусть умирают, а русская мразота отсидится сейчас, блядь, за границей, нахуй, и потом приедут, нахуй, на готовые, когда, блядь, как будто бы, по ихнему мнению, нахуй, победят, блядь. Ну, хуй-то там, блядь. Вот насчет этого вам точно надо рога пообломать, нахуй, чтобы вы, пидорасы, не победили вообще. Нигде, никогда, блядь. А чтобы вы не победили, Башкортостан bilan Татарстанга tog'ini aytam. Bizga kurashirga kerak. Bizga turg'o kerak. Не надо нахуй надеяться туркам, блядь, еще кому-то там, еще кому-то. Надеяться ни на кого не надо. Нам надо самим поднять войска. Почему Башкортостан bilan Татарстанда нет войска, вообще не могу понять. Почему? Потому что рога пообломали нашим дедам. А вы не можете этого понять. Мыскылланган кишиде, азгина, блядь, совесть, гурурлук должен просыпаться. Азгина, гордыня должна быть, блядь. Но не до такой степени, нахуй, чмырьем же быть, блядь. Чтобы, блядь, как говорится, наших дедов убили, и мы согласны. Да, наших дедов убили, и мы согласны. И пусть, нахуй, правит Путин, пидорас, блядь, да? Вот примерно вот так, что ли? А что, у вас нету такого, блядь, желания, чтобы, допустим, да, у тебя дома была школа, блядь, татар тілінде, башкир тілінде. У вас нет такого, что ли? Чтобы дома, блядь, готовили балеш, а не, блядь, нахуй какую-то русскую свинью. Или что-то в этом роде. Вот примерно, да? Вот шунды айберларга сізде нету тяги, что ли? Как можно, блядь, сидя, молчать, нахуй, не кушать бишбармак и пиздеть, нахуй, везде, что, блядь, нахуй, мы, как говорится, с русскими на века. Какой нахуй? Потом, вот заметьте, вот сколько, блядь, я с кем только не общался, айма, еще раз повторюсь, кроме Руслана Габбасова с Башкортостана никого нету. Один Руслан Габбасов. Никого нету. Я еще ни одного блогера не видел, невъебенного, блядь. Ни одного, никого не видел, который, блядь, за независимость заговорил бы. Бір кіші yok, блядь. Мені башымны, блядь, не можете алдарға, блядь. Бір кем yok, нахуй. Бір кем yok. Мына, если Руслан Габбасов был до меня, и до него никого не было, и после него никого нету. Вот сейчас он, да, никого нету. И вот я вылез откуда-то, блядь, нахуй. Додумался я тоже, блядь. К этому, так скажем, созрел, наверное, я. Татарстаннан тоже это юг, нахуй. Это юг. Эти Рафисы Кашаповы, нахуй, которые топят с детства, так скажем, моего, оказывается, топят они 30 лет. Они топят за независимость. Но с турками. С турками. А почему они топят с турками? Потому что они поняли, что татар bilan Башкортостан кутак-то келіп шықмай, блядь. Кутак-то келіп шықмағаш, олар надеются түрклер ярдәм бере. Түрклер келіп урыстарны сіксе, шунда олар азат балалар. Вот такое мнение. А я против этого мнения. Я против, блядь, нахуй, чтобы башкорт, блядь, татар встал и разъебал урысна. Вот я вот этого мнения. Я не хочу, нахуй, клянчить, ходить, блядь, и налеп юрюга түрклерге или еще кемгадыр, блядь. Мана, понимаешь ли, мана bizne урыслар сигелер. Ярдәм бирәле, пожалуйста, блядь, түрк абый. Ирдаганчик, блядь, ярдәм бирәле меня, нахуй. А то меня сигелер, блядь. Вот так, вот этого не было, нахуй. Вот этого безобразия, нахуй. Маразматического не было. Нужно, нахуй, блядь, встать, нахуй. Всем, блядь, Башкортостанда, Татарстанда, мужикам, блядь. Взять хотя бы вилы, ебаный в рот, блядь, и пойти на Москву. Другого варианта у нас нету. Нету оружия, значит, надо вилы, блядь, точить, блядь. И сабли, блядь, делать, нахуй, ковать, нахуй. Все, и на лошадях садиться, и пиздовать на лошадях, нахуй, на Москву, блядь. Другого варианта нету. Нету оружия, нахуй. Алабуга там взять все дроны, нахуй, захватить все дроны, нахуй. И все дроны, нахуй, чтобы полетели на Москву, блядь. Украинцы подмогут тут. И еще подключим, нахуй, этих дотацию какую-нибудь, нахуй, на дроны, блин. Чтоб, блядь, напрямую, блядь, с Ирана купим оптом. Разъебать, нахуй, Москву.
огромную нахуй бомбу ебануть Москву, блядь, идеально было бы нахуй. Вот как они, блядь, Чечню равняли, как Москву, как Украину сейчас равняет, вот так, как вот мы нашу Ялан Кебек, мы нашу поле Кебек, разровнять, что Красный Кремль нахуй, чтобы, блядь, там метро Охотный ряд, чтобы провалилось все метро туда, блядь, там, чтобы торговый центр все разъебать внизу, нахуй, пустота там. Там пустота. И как раз весь кирпич туда как раз укладется красиво. И сверху потом асфальтом заровнять нахуй, красиво нахуй. Брусчатку тоже убрать нахуй. Разровнять нахуй. Бетонировать шоу жирно нахуй. И, как говорится, туда построить какие-нибудь там, что-нибудь там, музей нахуй поставить туда нахуй. Музей, стеклянный музей. И туда запустить Путина, этого пидораса. Голова нахуй. И пусть там живет нахуй. До смерти. Лукашенко надо шунда тагырга керек. Имамали Рахмон надо китеріп тагырга керек. Всех пидорасов с Азии тоже загнать туда нахуй. Пусть живут. Они же хотели СССР. Пусть живут в СССР, блядь. Все 15 стран, блядь. Вот так пусть кайфуют нахуй. В этой колбе, стеклянную колбу бронированную, чтобы никто не мог убить их нахуй. Они нам нужны целые, блядь. И каждый день, как они нам, блядь, в окошечко еду дают, в обезьяннике нахуй, зинданда, шулай оларны подкармливать каждый день. Кормить можно нормально, чтобы не сдохли, главное. Вот так. И пусть там живут. Вот посмотрим, как они будут лялякать между собой, эти 15 пидорасов с этих стран, грубо говоря, да? И с региона всех, и Кадырова, всех туда загнать надо. Всех, Дондонов, блядь, Хуиндонов, блядь, всех туда надо загонять, нахуй. Чтоб, блядь, между собой они, блядь, гей-парад устроили, нахуй. Пусть там они там ебутся, блядь. Чтоб, блядь, нахуй, не бездеть меньше было, нахуй. И вот тогда как раз будем загонять туда, блядь, всех с Европы, везде, в музей. Музейный экспонат, нахуй. Раньше был Ленин, а сейчас будет Путлер. Любуйтесь. Вот этот гондон убивал украинцев. Вот этот гондон делал, блядь, чеченцев, равнял всех. Везде. Осетию с грузинами травил, блядь. Всех. Вот за все. И все будет экспонат. Живой, притом, живой экспонат. И будет идеально, я думаю. Вот к этому надо нам стремиться, понимаете? В живом виде, кстати, надо их брать, блядь. А то я иногда ору, блядь, надо башаналарга. Кстати, надо оставить живым, наверное. Все-таки пусть он умрет своей смертью, чтобы мы на себя не взяли грех. Гнохлы было қалмек. Аллах, он уже, как говорится, джаханнамга тага. А мы останемся, как он сказал в свое время, а мы будем в раю. Они будут в аду, а мы будем в раю. Вот так и будет, нахуй. Это же его слова, нахуй. Так что вот так. Так что, так скажем, в кавычках, наши земли будут в раю, а он будет в аду. Вот примерно так. Он же так сам говорил. Так что нам нечего бояться. Главное, вот как его в живым взять, блядь, вот интересно, блядь. Вот насчет этого надо подумать. Как его взять живым, чтобы его придворные, нахуй, при осаде Москвы не всадили ему, нахуй, в задницу кол, блядь. Поэтому хотелось бы его как-то взять, нахуй, без кола в заднице. Чтобы он был нормальным, блядь. Живой, блядь. Надо как-то попросить их, пидорасов. Может им, нахуй, весточку кинуть, нахуй, сказать этим всяким Патрушевым, блядь, Хуяфрушем, блядь, этим Кутакбашем, как его звали, блядь, Лаврушкиным, блядь, всяким. Сказать, блядь, так, короче, вам, пидорасам, будет обеспечен остров, вы там сдохнете, в острове, никто вас не будет трогать, но Путина оставьте нам живым. И Лукашенко живым оставьте. И еще всех других, еще гондонов, всех живыми оставьте, не убивайте их до нашего прихода. Чтобы мы могли, блядь, их поставить в музейный этот экспонат. Примерно так. Поэтому, как говорится, если Башкортостанда, Татарстанда вот такого мнения нет у людей, значит их тоже так же экспонатом надо делать. Ну, так же. Сажать. Вот Алсынов как сидит, вот так же манкуртов всех нужно сажать. Если они попрут на нас оружием, мочить. Нормальные долбоебов, которые без оружия, сажать.
Пиздеть будут, сажать. Вот и все. Вопрос им просто задавать надо. Ты за Путина или за Татарстан, или за Башкирстан? Все. Вот от ответа будет это зависеть их жизнь. Все. Мана шулайрак была у. Хотан кызны да, блядь, нахуй. Бүтінісін сігірге, блядь. Подряд, блядь. Никого не жалеть, нахуй. А детям мозги вправлять потом. Садикта, школда, бүтін жерде татар тілі, башқұрт тілі боларға тиіш. Чечняда чечня тілі боларға тиіш, нақшы тілі боларға тиіш. Никакого нахуй русского языка не должно быть нигде, блядь. Везде свой язык должен быть. И между нами должен ходить общий какой-то язык. Допустим, пусть будет он какой-нибудь тюркский язык будет общий. Вот пусть тюркский язык и учат нахуй. Никакой нахуй, даже английский не нужен. Пусть тюркский язык. А нам с тюркскими, так скажем, туғанлар білән бізге язык орыс тілі керек ме? Біз бір-бірімізді мына шулай аңнамадым деп сұрап алып бір-бірімізді аңнарға может біз. Любой тілні аңнап была. Фарси только чуть-чуть будем кудахтать как-нибудь. Но фарси тоже таджиклар бар, узбек тілін білген. Вот они будут нам переводчиками. Вот и все. Шулай. Так что проблем нет. Нам, по сути, русский язык керек тугл. Просто, блядь, есть такие быдлы, которые, блядь, нахуй, вроде называются башкиртом, блядь, или татаром. Хуттаганда татар тілін білмейлер, патагилер, блядь. Потом, и вот это сегодня, когда такая мысля пришла, да, еще, вот я поражался над одной темой, короче. Я же по жизни, короче, башкирт балын саттым, Москваға алып барып, айтам бетінде. Башкирским медом в свое время занимался. И вот, получается, мен, так скажем, білесің, нешіктір, засекал шундай бір әйбірні. Татар білән башкиртта есть один такой, знаете, вот, без обид, но я это скажу. Один такой заскок, так скажем, цикление, замыкание, наверное. Олар напрямую казах или узбек белян не могут заговорить на своем языке. Никак. Никак не могут заговорить. Олар башта урыс тілінде башлайлар. Урыс тілінде сөйлешелер. Олар не понимают, что узбек может понять татарны. Или там казах не может понять татарны. Олар этого не понимают. И у них сразу заскок урысша сөйлешер. Типа, Казахстаннан, да. Вот так. На русском начинает говорить. Узбек блянда шулаек. Вот я вот это прям пипец, я ловил эти моменты. А есть такие, которые реально могут просто на татарском бла-бла-бла-бла говорить. Как хочешь, понимай потом их. Примерно, да? Узбека или казака, допустим, да? Но они всегда берут русский язык для использования. Вот это меня бесит. Вот это меня бесит. Сен, если өзіңді считаешь татар или башкирт, сөйлеш казак белән, узбек белән өзіңнең телеңдә. Ул бит фарси түгел. Ул бит безнең тел, общий. Исходя от этого, вот это замыкание тоже надо убрать. А как оно уберется? Избавляться, опять та же причина, избавляться от русни. Когда мы от русни избавимся, все мы будем разговаривать на общем языке каком-нибудь. Наш лайра. Привет из Курска. Салям. Говорят, потому что уважают. Что уважает, блядь? Да. Украины тоже не было оружия. Ну, вот именно. Саняк белян чыктылар аларда. Вот именно. Блин, опять велик падает. Достал меня. Шулай. Так, в ТикТоке только 4 человека, наверное, рабочий день, наверное, поэтому никого нету. Обычно ночью бывает много в ТикТоке. Так, ау, тут, я тут. Кто тут? Сергей Д какой-то. Рожу новую сделает и будет на Багамах отдыхать. Крепостные рабы будут в раю. Ну, рожу там. Да нет, если они нам живого Путина дадут, допустим, кто вот сейчас первого до Путина доберется, главное, чтобы он живой остался, потому что там же говорят, что еще есть какие-то, блядь, похожие на него, блядь. Поэтому непонятно еще, блядь, какого Путина ёбнуть-то, блядь, надо. Поэтому надо всех Путинов сажать.
чтобы они разоблачили потом в конце концов. Мана Путин dediler, биш Путин dediler. Мана шу дүрт биш Путинni birga bir банкага тыгып коюга керек. Стеклянный жундай. И пусть они разъебут друг друга, и останется тот Путин, который настоящий, надеюсь. Потому что он же будет головорез, он же головорез, а те-то чоп ни при чем. Поэтому, исходя от этого, получается, мы так только сможем разоблачить настоящего Путина. Который менее убийцей будет, такой мощный убийца, это Путин будет. Настоящий. Вот опять началось. Олег, блядь. На русском почему говоришь, говорит опять. Заебали уже. Говори на мове. На какой мове говорить? Я же с Башкортостана, не с Украины. Да, Путин всех ёбнет, само собой. Поэтому я и говорю, всех Путина в одну кучу сажать, а вот этих ашкаль-дашкальларны, карандага, кутакбашларны, этого Лукашку, блядь, Имамали Рахмона, блядь, и всех этих Педрил, Мирзияева, блядь, и этого казахстанского, как зовут, Джомарта этого, тоже всех в одну кучу надо сажать, нахуй. Всех в одну кучу, нахуй, посадить, и пусть ебутся, нахуй, в одну кучу, всех. Вот будет, нахуй, пиздец, а? И, знаете что? Короче, блядь, билеты, нахуй, сделаем, нахуй, дорогими, нахуй. Прикиньте, один круг просмотра, там, блядь, туристов, блядь, там, допустим, скажем, нахуй, 1000 баксов, короче, блядь. Пиздец, да, нахуй, бабки можно рубить на них, блядь. Так что на ихние бабки можно перестроить заново новую Украину. Так что вот, идею я подал. Так что действуйте, братья. Как говорится, работайте, братья. Как там кто-то сказал же. Работайте, братья. Не мочите их, нахуй. Живым оставьте этих пидорасов. И этот. Как раз дадим, короче, этот. Туристические, нахуй. Путевки будем продавать. Москалятину. Музей. Редкостных пидорасов, блядь. Назовем так. Редкостные пидорасы. Вы их живую будете видеть. Можно и пощупать, нахуй, скажем, блядь. Дополнительная плата, нахуй, только. Примерно так. Фантазер! Песня такая была, нахуй. Я не фантазер, а я вам кидаю, нахуй, замысловатые, нахуй, мыслишки. Надо это оценивать. Просто, бля, постоянно в унылом состоянии тоже не надо, блядь, нахуй. Кайфовать тоже надо же, блядь, кайфовать надо. Поэтому, исходя от этого, не нужно, как говорится, унывать. Путин, с песней, нахуй, тутуп сигарга керек ана, тутуп, блядь, нахуй, с песней, нахуй, как они, нахуй, за 3 дня хотели взять, нахуй, типа того, да? Вот так вот. Ради Путина сейчас все знают флаг Украины. Ради Путина все знают словесный понос. Понос пишется через О. Да? Понятно. Ладно, хоть ты писать умеешь, блядь. Так. Что вы там не говори, Россия одна, и мы побеждаем, а потому будет решать кровь. Башкортстан сөйләргә белмим шул. Демек, татарча гына сөйләргә беләм. Рәсәй Мана, окей. Вот эту тему тоже давайте разжуем. Короче, башкорт белән татарга әйтәм мына. Допустим, хәзер җиңеп чыга алмадылар украинлар. Допустим. Шунардан соң башкорт белән татар опять уйдет в тишину. Или тагын все-таки без дальше продолжим это дело. Вот меня интересный мына шундый вопрос. Вот башкорт белән татар что будет делать?
чеченлар, дагестанлар и буряты, там другие. Bu bir ay bir nonglarga kerak. Boshladikmi? Ozoqqa xatda yetkazirga kerak bu ishni. Ozoqqa xatda sig'ib chiqarga kerak urusni Boshqirdistondan, Tatarstondan. Shundagina biz tinchiymiz, shundagina biz успокоимся. А то, что там кто-то проиграл или выиграл, нас это не должно волновать. Bizni волновать должно, пока bizni Boshqirdiston va Tatarston независимый bo'lmay ekan, значит мы еще не победили. Вот победа будет тогда. Кстати, как вы говорите там, почему там пиздишь, вот когда я победим, когда будет победа за Башкортостаном с Татарстаном, за независимость, вот тогда, когда я вернусь, вот тогда буду я пиздеть оттуда. Уземно Уфамнан буду пиздеть. А пока я не могу там пиздеть, потому что там кто пиздит, сами понимаете, что делают. Поэтому хочется когда пиздеть, пока, как говорится, пиздиться. Здесь, на стороне. А потом Башкортостанна жеңіп шыққаш, Алла берса, если это будет, как говорится, до моей смерти, если это произойдет, будем, как говорится, иншаллах, праздновать там, Башкортостанда. Шақырамыз қонаққа, қазақтарны, өзбеклерны, всех, как говорится, гости позовем. Будет праздник, иншаллах. Да, Алга, Казахстан, слава Украине. В Казани памятник поставили Ивану Грозному, который устроил геноцид татар. Позор, ну да. Ну, а в Москве? А в Москве поставили, блядь, этого пидораса Каримова памятник. Нахуй он там нужен? В Москве поставили памятник Каримова, блядь. Вот этого Ислама Каримова. Псевдо-узбека, блядь. Он же не узбек, он же хуй, блядь, таджик или кто он, блядь. Пидорас, блядь. Сколько нахуй моих, блядь, земляков в Андижане положил Гондон в 2005 году, блядь. Поэтому, как говорится, памятники, хуяметники, по сути, это, конечно, хуйня это. Biz kirgach bütün pamятникларni olib shirgan nahvoy. Butunisi nahvoy. Pamятник Tataristonga qo'yirga kerak, Suyinbekani pamятникini qo'yirga kerak. Mana u bizni этот Абиевец, да, так скажем. Манаул герой до конца, как говорится, боролась. Они всякие нахуй грозные, блядь, Иванушки. Да вы существуете только ради России. Ой, блядь, такие сказочники. Салям, Ташкент. Меня убивают вот эти, блядь, на днях тоже сыр-бор в ТикТоке. Типа Ташкент они строили. Да вы, русские, блядь, что строили нахуй? Вы грабили, не строили, вы все грабили. Вот переверни слово, блядь, напиши. Мы Ташкент грабили, Уфу грабили, Казань грабили, все грабили, не строили, грабили. Грабили, а строили местный народ, блядь. Местный народ строил, блядь. После ваших бомбежек. Че, Чечню тоже, блядь, хочешь сказать, нахуй, русские строили? Блядь, пиздец, нахуй. Кстати, на днях услышал, в Чечне мечеть, оказывается, узбеки это делали у них. Вот это, самаркандский стиль. Че, хочешь сказать, мечеть тоже делали русские тогда? Вы, пидорасы, блядь, все только мочить умеете, нахуй. Равнять, мочить, вы ничего не умеете делать, блядь. Вы даже воевать не умеете же, нахуй. Вот же, блядь, сколько везде говорится, Чечню как вы делали. Равняли. Вы же по городу не можете, блядь, нахуй, воевать. Вы пешие, вы не пешие воины. Вы не умеете пешие войны делать. Вы только можете бомбить, равнять, потом заходить и типа чистку делать. По-другому вы не умеете. Не трогая нахуй здания, вы не умеете так делать. Вот здесь во Франции, блядь, 100, 200, 300 лет здания стоят.
Никто их нахуй не рушил, блядь. На месте стоят они, блядь. Я поражаюсь над ихним гнильем этих зданий. Они их даже не перестроили. Понимаете? Получается, значит, тут не были таких ебанутых войн, как вы делаете. Понимаете? Так что вот так вот. Воевать тоже надо уметь, блядь. А не нахуй равнять все подряд, блядь. То, что еще добавок еще людей, как говорится, штабелями ложите, блядь. После эти бомбы. Но мочить у вас хорошо получается. Вот именно, блядь. Но рано или поздно и вас замочат, пойми. Вам потом шкериться негде будет. Вы заебетесь убегать. И островов не хватит вам нахуй съебаться. Так что вот так вот. Хороших русских не бывает. Вот это вам надо понять. Хороших русских нету. Все эти, блядь, ебанутые шизики, блядь. Вот, строили народы и СССР, и японцы, и немцы пленные. А русские звездят. Ну, вот именно, вот именно. Никто под Рашей не свободен, само собой. Азатлык Башкортостан. Да. Хороший русский каждый 200-й. Ну. Нет, меня, знаете, вот Туганар, меня, нарса, поражает вот в этой чертовой украинской войне, да, пидорасы, вот эти, обычный народ, блядь, да, обычный народ, блядь, топит нахуй, да, вот пиздец пидорасы, да, блядь, я просто таких поражаюсь над такими людьми. Топят, чтобы украинцев убивали, укропами их называют. Мишунарга оптрим, блядь, я просто хуею. Это до такой степени, блядь, мразину надо быть, а? Просто, блядь, нахуй говорить, пиздеть о том, что, блядь, укропы и, блядь, их надо мочить, блядь. Я просто херею. А, кстати, вспомнил насчет мочить, блядь. Вы долбоебы, блядь. Вот на днях только телеканал Дождь, блядь, этот Дождь ебаный, говорил, блядь, что вы нахуй расстреливаете нахуй пленных даже. На видео вас запечатлили, блядь. Вы сдавших украинцев расстреливаете, гондоны. Да вы же, блядь, нахуй убийцы натуральные, нахуй. Убийцы. Плюс еще, блядь, это вы русскими себя называете. Вы финно-угры, блядь. Получается, блядь, мы вас должны, блядь, так распознавать. Финно-угры, получается, блядь, из пизды Кукуева пришедшие гондоны мочат людей. Получается, финно-угры, они, блядь, нахуй маньяки-убийцы, которые даже пленных без оружия просто расстреливают. Чтобы не возиться с ними, да, пленных там надо отвозить туда-сюда, блядь, там, не возиться с ними, они просто на месте кончают нахуй с ними, блядь, цаскаться, да, ведь, блядь, и ебашут, и едут дальше, как говорится, да, ведь. Вот такие сволота, блядь, ебучие. Поэтому украинцам мой совет, нахуй, их тоже не жалейте, нахуй, мочите нахуй сразу, блядь, нахуй их плен брать, блядь, пидорасов. Не берите нахуй в плен никого нахуй. Даже которые там башкир, блин, татарлар пошли, их тоже не берите нахуй. Они уже продажная шкура. Они нам нахуй тоже не нужны, блядь. Чтоб их родители осознавали. Родители нахуй осознавали, что, блядь, нахуй гондоны, ихние дети пошли. Или там мужья пошли и сдохли. Пусть осознают, блядь. Пусть осознают нахуй до смерти, что они накосячили. Вот и все. Марионеткой нахуй. Быть в 21 веке это желание каждого. Желание каждого. Вас никто не заставляет. Поэтому не надо нахуй здесь плакать нахуй. Не надо, блядь, башкир, блядь, татарга нахуй отмазываться. Когда вас в плен берут, не надо отмазываться, типа на работу поехал, туда-сюда, блядь, наебали. Не надо нахуй. Вы просто поехали из-за денег и все. Поехали нахуй убивать. Вам
Вам нужны эти ебаные грязные деньги. 200 тысяч за украинца. Точнее, за твою голову. Потому что ты там вряд ли живой вернешься. За свою ты голову платишь 200 тысяч. Пытаешься заработать. Примерно так. Да, да, мой брат в Украине спокойно ходит, а когда я был в Москве, работа, там менты, да, заебывают, само собой. Вот так вот, да. Да, менты там вообще конченые же, блядь. Нацисты притом они. Менты там еще, блядь, нацисты же они конкретные еще. Вот это меня бесит. Менты там нацисты, блядь. Так, второй 42, тоже нихуя себе духнет, сука, блядь. Оба одинаково духнут. Шулай, короче, туганлар, мен білмеймін енді. Но тематика такая, что, ну чё, блядь, обычному народу это втирать, блядь. Я смысла не вижу даже обычному народу, русским втирать об этом. Они все равно быдлы нахуй, они все равно, блядь, убийцы, им втирать нечего. Они все равно не отлупятся нахуй от этого своего цели, да, так скажем. Они, ну, короче, как Путин сказал, в аду будут нахуй гореть, блядь. В аду будете гореть. Sizning joyingiz jahannamda, блядь. Jahannamda, так что места там вам уготованные, нахуй, блядь. Горячие, нахуй, местечки. Так что путевка у вас есть уже, блядь. Так что проблем нету. Вот так вот. А зачем в Москву ехать? Ну да, зачем в Москву ехать? Пусть там, нахуй, ебутся сами, дворы подметают. Не езжайте в Москву, нахуй. Живите, нахуй, у себя. Дворы пусть Москва, москалятина сама подметает. Убирает подъезды. Все пусть сами чистят. Нахуй, блядь, туда ехать вообще. А, нет, они же черных завозить будут. Черные скоро будут у ваших жен будет насиловать и ебать, нахуй. С 1,5-метровыми членами, нахуй. Вас ебать будут. Так что готовьтесь, нахуй. Кайфовать будете еще, блядь. Кайфовать, нахуй. Так что вот так вот. Так что шило на мыло, нахуй, менять будете. Ну, меняйте. Я рад даже, блядь. Sigib tashlasinlar sizni butunigizni, блядь. Shu qoralar, блядь. Ага, салям крымским татарам. Московия, улус Золотой Орды. Ну вот поэтому я говорю, надо брать его тоже, мне кажется. Надо брать. Брать и Кремль равнять. Кремль вообще без одного красного кирпича. Кирпич красный не должен там сверкать вообще. Полностью разровнять надо, нахуй. Полностью, блядь. Чтоб никакого, нахуй, наследия, нахуй, коммунизма там не было, блядь. Ленина, блядь, Путина. Только живой Путин должен там, как говорится, своей голой жопой ходить там, блядь. Как по бульвару, блядь. Будем... ошейник, нахуй, надо на шее ему, нахуй, еще сделать. Такой колючий, блядь. Ошейник, нахуй. И таскать, нахуй, его, за шею, блядь. По этому, по МКАДу, нахуй. Прокатить его, нахуй, надо. Семьи живут и никого не пумают, не ломают. Угу. Короче, понятно, блядь, так. Выскажи все, что о них думаешь. Башкортостан алга, само собой. Да, где-то Москвой строят 20 деревень африканцев, будет афро-русские. Ну да, да, скоро Пушкина родятся. Я же в тот раз говорил, Пушкин, наверное, размножать будут. Им нужны Пушкины уже, блядь, кудрявые такие, пушкинчики такие будут ходить там. Ой, блядь.
Qoralar og'izlarına birib sigib tashlasalar ya uruslarni, блядь, полный рост, блядь, бутынысын нахуй, блядь. Ёп, тыгыдынский конь, а. Блядь, я бы, наверное, нахуй радовался бы, наверное, блядь, пиздец, блядь. Шулай. Ой, блядь. Но скажу, знаете что? Африканцами дело, это шутки плохи, нахуй. Если на них, блядь, русня ебучая вякнет что-нибудь, нахуй, если вы назовете их неграми, то пизда вам, нахуй. Пизда. Кутыгыздан сыгып, ауызыгыздан чыгара кутагын, блядь. Потом вам, блядь, ой, блядь, сосать долго придется, блядь, потом. Поэтому так что вам еще да хуя чё придется пострадать, нахуй, с африканцами. Так что не вздумайте их называть неграми. Только говорите Black Boss. Black Boss. Вот только так. Так что я вам дал понятку чуть-чуть, как разговаривать с ними. А то нахуй жопа ваша будет дуплом, нахуй. Да, черные говорили, вот черные приехали. Ну, теперь у каждого второго черные будут. Да, да. А оно же еще, знаете как? Где-то кто-то переебался с черными, и через какой-то 9 земель тоже черные рождаются. Вот так и будет у них, нахуй. Хуякс, вроде отец с матерью белые, а у них ребенок черный будет. Тоба. Вот так и будет, да, да. Так что вот так вот. Так что, кызлар, пятакларыгызны нахуй. Мужайтесь, пятакларыгызны, а малайлар күтларыгызны нахуй. Как говорится, защищайте. Русня. Русня, защищай свою жопу. А телочки, укрепляйте свою пизденку, чтобы вас не разъебенку, окей? А то черные будут хорошо вас драть там, нахуй. Мало не покажется, нахуй. Да, французский полицай приедет, нахуй, и разъебет вас всех, блядь. Всех, блядь. Давай продолжаем, мамкин террорист. Я аудио записываю, надо помочь. Ай, блядь. Олег Харам Ойлянь Сиктим Фатанына. Боты узкие активизировались. Да, да. Это, наверное, пригожинские боты еще, блядь, остались. Да, ничего страшного. Любви все нации покорны. Ну, да, да, конечно, конечно. Урсларда бит кутак-то турмы вид. Урсларда кутак турмы. Конечно, будете вы с удовольствием давать, нахуй. Если урсларда кутак турса бит, давно бы у вас, блядь, дохуя русских было бы. Он же не стоит, блядь. Вам домкрат нужен, чтоб стоял, блядь. ПТГ. Все, блядь, эти, блядь. Нахуй. Как это называют, блядь? Кутак турмаслар, блядь. Ой, шулай. Ой, блядь. Бля, где-то так. Ну. Так, hozir 2 YouTube'da da 20 kishi, 21 kishi, 20 kishi. Шулай. Rahmat. Кто там? Men qo'ya o'tirammi? Men dalada o'tiribman, dalada. Dala bala. На поле я. На поле я. Ну, сейчас этот телефончики уже вырубится, наверное, пиздец приходит. Да, брат, Рахмат, братан. Так. Такие пирожки, да, блядь? Да я на корточке, блядь. И так, блядь, не вижу нихуя, блядь. Солнце тут этот уже отходит, ну ладно. Мимо просто этот велосипедисты проезжают. Наташа Бутрайкан Биядер. Да, я тут один убивает. Siz qayerda hozir? Menmi Fransiyadaman men. Вот такой вот судьбой я попал в эту. Если бы этой ебаной мобилизации не было бы, я бы, наверное, еще пока был бы в Москве, наверное. Как говорится. Ебал бы их изнутри.
Но теперь приходится вне внутри. Шулай. Петька, что делаешь? Я вот именно не Петька. Это ты, Иванушка, бля, Александр Македонский. Нарсякай. Путлера своего нахуй угомонить не можете, а? Разошелся уж, блядь, батька ваш. С Лукашкой, какашкой. Так что вот, с навальнистами, короче, навальнистами нахуй. Кто с ними тусит, так скажем, как я в тот раз говорил. Я не знаю сейчас, как... Я не смотрю ее уже, когда я понял, что, блядь, пиздец стало. Фарида Курбангалеева. Вот Фарида Курбангалеева кто-нибудь смотрит из аудитории? Фарида, короче, топит. Как, ну, последние видосы с ней я смотрел, потом перестал. Топит с этой, блядь, старушкой, блядь. Вместе они постоянно ведут же, блядь, эти разговоры. Они топят... Она топит с русней, блядь. Потому что оказывается, этой долбоебка Фариды муж русский был. Вот после этого как можно нахуй вот с таким, блядь, татарам доверять? У них, блядь, сука, у половины, блядь, жены, блядь, еще кто-то русские, блядь. Меня вот это убивает, нахуй. Если син, блядь, татарсан екен, блядь, хотаның урыс, блядь, син, блядь, оно как-нибудь сделай, нахуй. Татар. Или ты не можешь его сделать, значит разводись, блядь. Пока сені ол шуқындырып тоқтамады. Мен шунарға алып енді. Меня Аллаға шүкір, вот это все-таки узбекистанский мне этот все-таки мен узбек бет енді. Меня вот это, так скажем, интеллект, можно даже так сказать, во мне есть. Что, блядь, нахуй, хотын кіші өзіні орнын білерге тиіс, блядь. Башымда нахуй утыртып секірткенім жоқ хатымнан, Аллаға шүкір. Поэтому я ненавижу нахуй мужиков, которые нахуй дома, у которого баба рулит. Блять, тряпки нахуй. Тряпье настоящее. Поэтому, как говорится, амляталар, так скажем, башкирт белян татарларда, которые, блядь, над ними рулит, как он тот раз орет же эта овца ебучая, где она, блядь, в Салавате или в Стертамаке орала? Ты, башкирянок, туда-сюда, блядь. Вот это хуйню. Блядь, я бы сразу нахуй сыгып ташлар им шундаук, андай хатынна, блядь. Ничего не может сказать. Поэтому, если вы влюбились, нахуй, урус пятаксага, держи нахуй на коротком поводке ее, блядь. Не можешь, нахуй, значит, разводись, блядь. Ищи свою. Примерно так. Вон. У меня с русскими ничего не срасталось, потому что ихний нацизм, блядь, я с детства знал, блядь. Поэтому я не сильно к ним, блядь, терся. Привет, салям из Питера. Больных скоро всех вылечат. Понятно. Короче, да, тут, короче, все боты нахуй сидят, заебали нахуй. Так. Шулай. Короче говоря, ладно, туганлар. Округляться будем. Сейчас батарейки сядут, я не успею эфир вырубить. Будем вырубать эфир. Всем салам алейкум. Короче, такого, что, блин. Ну, завтра, короче, Башкортостанда выборы. Или сегодня, или завтра, 8-го вроде, да, говорили? Башкортостанда. Желаю, чтобы Башкортостан, как говорится, осознал, кто такой Хабиров. И понял, кто такой Путин. И надеюсь, вы услышите наши призывы, что, как говорится, бізге күрәшергә керек урысқа қарсы. И нам Хабиров хужа түгел. Хабиров бізге бір кем түгел. Поэтому это нужно понимать. Бір-бірімізге жеткізейік, аңлатайық.
как говорится, разговоры на кухне, устраиваете разговоры на кухне и говорите, что, блядь, безне освободительная задача это свободный Башкортостан и свободный Татарстан. Без русских, чтобы над нами никто, как говорится, не рулил. Алейкум ассалам, Ильнар, Аллар. Поэтому срочно, как говорится, Манашул Айверна надо выдвигать, чтобы Башкортостан, если даже пойдет голосовать или что-то в этом роде, понимал, что от этого ничего не поменяется, самое главное. И самое главное, как говорится, наша задача это борьба против русни. Все, вот наша задача. Если мы сейчас не вырвемся, потом нас, как говорится, вырваться не дадут. Поэтому надо вырываться, пока этот гандон Путин там мазохистскими делами занимается. Вот Манашул Вахутагана Ильграбис Шагаб. А потом, если, блядь, придет эти навальнисты придут, еще какая-то мрасота нахуй придет, там будет нахуй конкретное нахуй месиво. Ну и там мы не будем сдаваться. Пока я жив, буду, иншаллах, говорить об этом. Но нам нужно делать отряды, нам нужно строить оборону и так далее. А для этого нам нужно, чтобы народ вышел оттуда. Там мы не сможем. Халық шығырға тиіс, жиылырға керек, хотя бы 1000-2000 киши, понимаете? Это уже тема будет. Вот 1000 человек с семьей, как на джихад должен выйти ради Башкортостана и Татарстана. С каждой республики, я говорил, да, с каждой нации по 1000, из татар 1000 за Башкортостан. 2000 с Башкортостана, с Татарстана хотя бы пусть 1000 выйдет. 3000 людей должны отъехать в Башкортостан, Татарстандан, Казахстан или там вот сюда, хоть куда. Чтобы главное, чтобы мы могли куршерге, сулашерге и строить, как говорится, оборону. Только по-другому никак. Без пока не встанем, народ мы не сможем поднять вот таким образом. Мы будем говорить, нихуя. Вот когда мы встанем, вот эти 3000 человек, да ведь, когда мы уже будем подходить к Куандыкскому коридору, этому, Башкортостанга киргенда, вот шунда уже халық уже точно поймет. А до этого мы нихуя не можем сделать. Вот это Мин Сулим, Руслан Сули, еще кемдер будет, это херня все это. Поэтому вам нужно понять, что мы не пришли на эту землю, как говорится, кайфовать. Мы пришли по каким-то, как говорится, Аллах Таалямны юлундан келгенбіз. Шунарға, значит, нам пришло время освобождать Башкортостан от захватчиков. Значит, нам нужно захватчиков выгонять. Или по-хорошему, или по-плохому. Поэтому надо подготовиться к плохому, чтобы создать хорошее. Вот и все. Башкортостан будет свободен, иншаллах. Аминь. Смерть оккупантам. Аллаха. Иншаллах. Так, оборона в туалете. В Татарстане 80 русских. Уедете в Рязань, нахуй? Проблема, что ли? Скоро сейчас в Москве закончатся русские. Как раз заселите, блядь, Москву. Пиздуйте нахуй из Татарстана, гандоны. Минда пойдет инде мына шықтым әлі мына полиларына. Нәрсекей. Жүріп келерге. Отлар қорап туда-сюда. Да, пить бросить на молодежи и спортом заниматься. Мен шуны айтам бит инде, мен постоянно айтам. Арақыны юғалтырға керек Башқұртстаннан, Татарстаннан. Вообще полностью. Это мракобесие, блядь, полное, блядь. Оны урыс алып келген бізге арақыны, блядьлер. Урыс кетірген бізге. Спаивал наших дедов всех, чтобы, блядь, легче было, блядь, договориться и захватывать. Как говорится, алкаш, он всегда добрый, отдаст все, даже жопу. Поэтому, как говорится, чтобы вот этого блядства уже в конце концов закончить,
Нам надо, как говорится, нужно поднять войска. Без воинов мы не сможем ничего сделать. Как вот, правильно, я этим согласен. Диванные войны нахуй. Кому они нахуй нужны? Диванным воинам нахуй не надо быть. Надо оригинальным воином быть. А для этого надо поднять откуда-то. У нас же нету, как в древности, телеграмму писать там. Дай-ка напишу сейчас вот одному в Башкортостане. Тросом, матурмысом, блядь, балакай, блядь. Так же не могу сказать. Поэтому сейчас есть интернет, 21 век. Надо, как говорится, доносить до всех. Вот так вот. А насчет русских в Башкортостане и в Татарстане, они наши русские. Так что, как говорится, мы же не нацисты, как вы, гондоны. Мы не нацисты же. Мы просто хотим, блядь, нахуй взять свое. Вот и все. Вот свое. Мы не нацисты, нахуй. Мочить мы их, блядь, не собираемся, если они против нас не пойдут. Ну, поднял оружие, ляжет, само собой. А если, блядь, нахуй он с нами будет жить, пусть живет, нахуй. Похуй. Вот если он, блядь, путинист, блядь, ну им смерть, нахуй. Сразу, блядь. Без, блядь, раздумья, нахуй. Ложить будем штабелями их, нахуй, всех. Пощады не будет. Только так. Да, иншаллах. Ну да, диванный воин. Я как бы не диванный воин, я, как говорится, воин, который пытается поднять народ. Примерно так. Так что у меня дивана нету, я вон на поле стою. Я полевой воин. Называйте меня так. Окей? На полях я сражаюсь, блядь, уже. С вами, блядь, сука. Вот так вот. Так что вот я лежу сейчас. И вас, как говорится, атакую телефоном, блядь. Ущемленный ты человек, жалко тебя. Ой, блядь. Сейчас я заплачу. Не мы ущемленные. Это вы, русня ущемленная, везде ноете. Вот там ущемляет русских, вот там русских ущемляет. Ой, там ёбнули их, блядь. Вы ущемленные долбоебы, не мы. Мы чё, блядь? Мы все, блядь, нахуй на своей земле, блядь, живем. Это вы, долбоебы, заезжаете в чужую землю, потом нахуй там пускаете корни, потом вас, когда по башке настучат, вы говорите, ой, нас ущемили, ой, нас трахнули, блядь. Вот так. Поэтому, чтобы такой темы не было, нехуй лезть в чужую территорию, блядь. Сиди нахуй у себя, нахуй. Чё, блядь, москалятины вам не хватает, сучки, блядь. Живите там. И претесь, нахуй, до Якутии, нахуй, золото искать. Золото искала, пиздой, блядь, давала, нахуй. Как в песне, да? Сука. Как это, блядь, ебучий, песня была, блядь. Блядь, сейчас помню, блядь. Ну какая-то нахуй. Я слушал такие песни, блядь, раньше. Нравились мне такие песни, блядь. Что-то там золото копало. Что-то такое, блядь. Вот то же самое, да. Копали вы нахуй золото везде, блядь. Весь Башкортостан, блядь, баламутики нахуй. Ищут они соду, блядь, нахуй. Горы, понимаете, ломают. А, еще, блядь, армяне ебаные, блядь, ваши эти, блядь, нахуй. Югрдакляр, блядь. Пиздализы ваши, армяне, блядь. Всякие вот эти, блядь. И в Москве, блядь, эти, блядь. Comedy Club, нахуй. И вся вот эта поеботина, блядь. Как это, блядь, еще? Блин, рядом с Кобеевой еще одна овца есть, блядь. Забыл, нахуй, ее фамилия. Пидораска это армянка, блядь. Которая, нахуй, ходила, нахуй, прошмандовкой, нахуй, блядь. Когда убивали, нахуй, Беслан, блядь. Это прошмандовка, армянка. Так что вот так вот. У вас есть прошмандовки рядом, блядь, с русскими. Армяне, евреи. Вот. Вы все, блядь, нахуй, одной масти сапоги, блядь. Да. Симань хуянь, блядь. Сунь вань хунь, блядь, ваш, блядь. Симонянь, блядь.
Вот, этот Симонянь-нянь, вот это нянь-нянь ваша, блядь, этот марионетка ваша, нахуй, которую, нахуй, Беслан, нахуй, неправильно, нахуй, озвучивала, сука. Когда, блядь, столько детей убили, оказывается. А вы, нахуй, тоже рады к этому, да? Вы же рады, блядь. Детей убивают, нахуй, они рады, блядь. Я просто херею, блядь. Ну, не нацисты, блядь, нахуй. Реально фашисты, блядь. Блядь, вот заселить бы, нахуй, вам, блядь, с Африки людей, которые, диких людей, которые людей жрали. Блядь, сожрали бы они вас, нахуй, там в Москве, блядь. Я бы вообще рад был бы, блядь. Вот их надо заселить вам, блядь. Людоедов, блядь. Чтобы, блядь, всю Москву сожрали. Заживо. И убивать не надо будет, блядь. Просто скушают вас, нахуй, сварят в больших казанах и сожрут. Нормально будет. Вы же такие же психи же, блядь, людоеды. И пусть вас тоже жрать начинает. Да, синь хуй чай, блядь, вот именно, блядь. Я татарин с евреями работал, вроде нормально было. Да ну нахуй. Зубами об стенку, нахуй, нормальные они, может? Ну не больше. Не больше, блядь. Вон они. Алга Башкортостана, ай, рахмат. Не больше, не больше. Не-не-не. С евреями тоже нельзя нахуй шутить. Ебланоиды они тоже. Да. Сима Дашнак, думаешь? Дашнаки они, думаете? Да они все пидорасы, одни и те же, блядь. Куян? Кто такой Куян? Куян. Хоям. Хоямы. В народе есть свой предастые и хорошие люди. Ели людей. Пигмеи ели людей. Вот пигмеев туда надо нахуй заселить, сука. Да, ты прав, брат. Бабрасян, блядь. Да, блядь, эти все, ну, я не знаю, они дашнаки, не дашнаки, но явно, блядь, нахуй. Вот Башкортостан, да, Кемалар, блядь, на всякие Хабирова жена, блядь. Вся эта вот эта шушера ебучая, блядь. Они пиздализы русни, блядь. По-другому никак, блядь. Пусть они армяне, евреи, какая разница, нахуй. Один черт. Пиздализы. Которые, блядь, греются, нахуй, на бабках этих, блядь, русни, блядь. Точнее, даже не русни, блядь. На наших ограбленных бабках они греются, суки. Всякие вот эти, блядь, Соловьевы, певчие, блядь, и всякие, блядь, мразота местная, московская. Так что вот так вот. Вот такие дела. Ну что, чуть-чуть, может, покажу я вам, как я этот тут веду диалоги. Вот, видите, коробочку сделал. Так что вот так вот сижу, блядь. Веду вам вот в таких полях, блядь. Вы говорите, нахуй, диванный воин. Вон, я полевой воин, понимаете? Полевой, нахуй. Так что вот так вот. Пиздеж отставить. Да, на чьих бабках? На бабках Башкортостана, на бабках, как говорится, Татарстана, Чечни и так далее. Золото, как говорится, этого Якутии, алмазы Якутии. Все это, да. О, лопатка. О, дохнет телефон. Вот один телефон сдох. Вот лопатки. Лопатки, лопатки. Что она потащила? Гулять? Куда ты его потащила?